Какими компетенциями должен обладать учитель Назарбаев интеллектуальной школы? Об этом можно говорить бесконечно, перечисляя все качества учителя новой формации. Учитель, он призван передавать знания, свой опыт, накопленный человечеством. Но задача истинного педагога, как мне кажется, заключается не только в передаче суммы знаний. Учитель, он еще и воспитатель, потому что он всегда является примером для своих учеников. На мой взгляд, это очень ответственное призвание, требующее постоянного самосовершенствования. Если мы говорим об учителе Назарбаев интеллектуальных школ, то эта ответственность возрастает во много раз. В своем послании народу в стратегии 2050 глава государства Нурсултан Назарбаев отмечает, чтобы стать развитым, конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией. Инновационная полиязычная модель образования, которой мы должны руководствоваться как педагоги Назарбаев интеллектуальных школ, сочетает в себе классические традиции обучения и современные достижения мировой педагогической практики. Модель направлена на воспитание патриотизма, предоставление знаний и развитие навыков, способствующих формированию образованного, высоконравственного, критически мыслящего, физически и духовно развитого гражданина, стремящегося к самореализации и творчеству. Поэтому компетентность учителя НИШ определяют следующие факторы. Патриотизм на благо казахстанского общества, современного процветающего государства. Толерантность, открытость для всех, независимо от этнической принадлежности, пола, гражданства, социального статуса и физического состояния. Равенство, транспарентность, обязательная открытость по направлениям своей деятельности для общества и средств массовой информации. Интеграция образования, науки и производства в мировое образовательное пространство. Инновационность, постоянное стремление к использованию новейших методов и технологий, готовность применения новых знаний и информации. Хотелось бы сразу отметить, что не существует единой модели компетенций учителя Назарбаев интеллектуальных школ, а тем более их содержательного наполнения. Результат определяется в ходе исследований, дискуссий, в процессе которой выявляются необходимые ценности. На основе опроса, проведенного среди учеников и учителей Назарбаев интеллектуальных школ города Кокшетау, было выяснено, что основными элементами выступают нравственные ценности и принципы, профессиональные качества и профессиональные позиции педагога по тем или иным вопросам. Задача учителя – помочь ученику сделать его индивидуальные дарования социально плодотворными. Безусловно, важным элементом в современной модели педагога выступают его профессиональные качества, а именно доброжелательное и заинтересованное отношение к учащимся, готовность принимать критику и рекомендации от своих коллег, проявлять лидерские качества. Под профессиональной компетентностью необходимо, конечно же, понимать качественную педагогическую деятельность, знание закономерностей учебного процесса и дидактических принципов, знание современных методик обучения и знание методов исследования. Формирование и развитие педагога в коллективе может успешно развиваться только на основе инновационно-компетентностного подхода, который, в свою очередь, способствует повышению профессиональной квалификации педагога. Основными профессиональными позициями учителя являются организатор деятельности, консультант, фасилитатор, организатор рефлексии, эксперт и партнер. И занимая также личностные позиции, обладая всеми качествами компетентности, учитель может создавать для учащихся развивающую и плодотворную среду. Они необходимы учителю, чтобы оценить достижения учащихся. Чтобы быть успешным учителем, нужно, как мне кажется, в полной мере осознавать свое несовершенство, потому что велика вероятность почувствовать себя всесильным и всезнающим. А это, как отмечалось еще в древности мудрецами, является великим заблуждением. Профессиональное самовоспитание, самообразование и самовыражение – вот это основные условия для формирования компетентности и авторитета педагога.